В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Распространение по всему миру коронавируса COVID-19, акция голодовки и последовавшие за этим события, а также вновь осложнившаяся ситуация с лесными пожарами в стране. Вот такие не совсем позитивные итоги уходящей недели. Хотя акция голодовки возымела результат, и в закон о декларировании доходов и расходов госслужащих и депутатов были внесены поправки. А теперь обо всем по порядку. С 14 марта государственная граница по реке Ингур полностью закрыта. Такая мера принята в целях недопущения распространения на территории Абхазии коронавирусной пневмонии. Распоряжение о первоочередных мерах по предупреждению проникновения вируса на территорию Абхазии было подписано исполняющим обязанности президента премьер-министром Валерием Бганба 11 марта по итогам совещания с представителями Межведомственного оперативного штаба. В рамках совещания штабу было рекомендовано пересмотреть перечень препаратов, подлежащих государственному резерву лекарств и медицинских изделий для обеспечения лечебных учреждений страны. На государственной границе Ингур введен полный карантин. То есть доступ на ту и эту сторону граждан будет прекращен. В связи с тем, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в Грузии увеличивается. На сегодняшний день там зафиксировано 23 пациента, более 50 человек находятся на карантине. Мы максимально должны принять все исчерпывающие меры для того, чтобы минимизировать такую возможность для попадания на нашу территорию и дальнейшего его распространения. Кроме того, мы принимаем и другие меры, которые включают в себя проведение противоэпидемических мероприятий с силами санэпидслужбы при активном взаимодействии с Роспотребнадзором России, Минздравом Российской Федерации. На сегодняшний день у нас наши лечебные учреждения обеспечены необходимым набором противовирусных, антибактериальных препаратов, других средств лечения. Мы должны быть готовы на случай поступления пациентов, в том числе и с тяжелыми формами внебольничной пневмонии. Такие пациенты у нас есть, проходят полный курс лечения. Ну и, соответственно, мы создали определенные резервы на случай необходимости дополнительно обеспечить наши больницы всем необходимым. В этот же день в связи с распространением в сопредельных странах коронавирусной пневмонии Министерство иностранных дел распространило обращение к гражданам Абхазии с призывом без лишней надобности не покидать территорию страны и отказаться от всех поездок. А Министерство просвещения Абхазии приняло решение перенести весенние каникулы на неделю раньше. В связи с распоряжением Кабинета министров в целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции в Министерстве просвещения издан приказ. Каникулы, запланированные в образовательных учреждениях с 23 марта по 29 марта перенести с 16 марта по 22 марта текущего года. К занятиям мы приступаем в образовательных учреждениях с 23 марта текущего года. На срок до 7 апреля текущего года в образовательных учреждениях все массовые мероприятия, запланированные по плану, временно будут приостановлены. Запрет правительства Абхазии на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий коснулся и работы театров. Как сообщил генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба, театр вынужден подстроить свой график под распоряжение и перенести запланированные в марте спектакли на май. В Абхазском государственном драматическом театре спектакли отменены, но пока что до 7 апреля. Деньги за купленные билеты зрителям вернут.
14 марта в Абхазию в рамках работы Министерства иностранных дел прибыл первый гуманитарный груз, содержащий специальные средства и медикаменты для защиты медицинского персонала. Он стал ответом на официальное обращение руководства республики в адрес международных организаций, работающих под эгидой ООН. Республиканская СЭС получила необходимые для защиты медицинского персонала спецсредства и медикаменты. Маски со специальным фильтром, специальные медицинские комбинезоны, перчатки, костюмы, одноразовые простыни, бахилы. Они будут направлены в республиканский противотуберкулезный диспансер, где планируется осуществлять лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Основа и главная ценность гуманитарного груза – специализированный тепловизор, который в ближайшие дни будет установлен в санитарно-карантинном пункте на границе с Российской Федерацией по реке Псоу. Также в распоряжении лаборатории Республиканской санитарно-эпидемиологической службы уже в течение нескольких лет находится специализированный автомобиль для дезинфекции постельных принадлежностей и мягкого инвентаря, который будет задействован в ходе работы специалистов в Республиканском противотуберкулезном диспансере. При необходимости использования спецсредств в очаге заражения он будет мобильно перемещаться. В ближайшие дни ожидается еще один гуманитарный груз по линии международных организаций, который будет содержать до 500 комплектов средств индивидуальной защиты. Акция голодовки, которую начали активисты движения за принятие 20-й статьи Конвенции ООН в начале прошлой недели, продолжилась и на этой. К Асиде Корту, Джансуху Адлиба и Ивану Ачба присоединились еще трое – Алина Ачба, Марина Агарба и ветеран Отечественной войны народа Абхазии Бота Ашиба. В результате на 10-й день голодовки на площади Свободы собрались граждане республики, поддерживающие принятие 20-й статьи Конвенции ООН и сопереживающие голодающим. В это же время в парламенте было принято решение о проведении внеочередного заседания сессии, на котором будет рассмотрен вопрос внесения поправок в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. После этого активисты движения за принятие 20-й статьи Конвенции ООН приостановили голодовку на 1 день. Внеочередное заседание сессии парламента состоялось уже на следующий день, 12 марта. И поправки, принятия которых требовали участники акции голодовки, были рассмотрены и приняты. Но если депутаты солидарны в том, что антикоррупционные законы в стране необходимы, то в вопросе такого экстренного принятия поправок к закону о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами их мнения разошлись. Алика Трапш расскажет подробности. Внеочередное заседание сессии парламента было открыто рассмотрением основного вопроса повестки дня – проекта закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Представил законопроект депутат Астамур Логуа. Принять в первом чтении проект закона Республики Абхазии о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательного имущественного характера государственными служащими и депутатами. Значит, поправки. Вот эти поправки принять в первом чтении. Дальше второй пункт гласит: направить указанный проект закона президенту Республики Абхазии, наверное, исполняющему обязанности президента Республики Абхазии, в Комитеты Народного собрания, Верховный суд Республики Абхазия, Генеральному прокурору Республики Абхазия. Установить, что поправки к указанному проекту закона направляются в Комитет Народного собрания парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике. Третье. Комитету Народного собрания парламента республики по государственно-правовой политике доработать указанный проект закона и с учетом поступивших поправок в месячный срок внести его на рассмотрение Народного собрания парламента Республики Абхазия во втором чтении. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Затем депутаты приступили к обсуждению предложенных поправок. Все выступавшие были солидарны во мнениях о необходимости и значимости для страны антикоррупционного закона. Однако мнения депутатов разделились в вопросе, стоит ли принимать поправки к законопроекту, который, по сути, еще не доработан. Некоторые депутаты отмечали, что они вынуждены проголосовать за антикоррупционный закон, чтобы не пострадали голодающие люди. Самое главное, люди, которые сидят на голодовке, 11-й день, ихнему здоровью и жизни угрожает опасность. Они не встанут никак, и не пытались уже все это, мы ходили, депутаты туда, ходили, и люди, и общественная палата, пытались их поднять, они не встанут ни в какую, если эти поправки будут не приняты. Мы приняли решение, что это будет политическое решение, закон не будет работать в полную силу, но хотя будем считать, что это первый шаг к тому, чтобы 20-я статья
прижилась у нас в Абхазии, начала работать, и люди начали декларировать свои доходы. Это закон, над которым еще работать и работать. Вопрос стоит так. Если мы не проголосуем, там кто-то умрет. Мы против того, чтобы кто-то умер. А это будет работать, не будет работать, как говорится, это любому нормальному человеку все понятно. Вопросов никаких нет. Вот юридический отдел написал, здесь как бы некоторые недоумения. Они профессионалы, они не имеют права не писать то, что есть. А работать, не работать будет, это не важно. Стоит отметить, что правовой и аналитический отделы парламента, изучив представленный законопроект о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами, сделал заключение, что в представленном документе есть противоречие, и он не может быть принят до принятия закона о государственной службе. Некоторые депутаты также высказали мнение, что несмотря на принятие поправок в антикоррупционный закон, он не будет исполняться. То, что здесь представлено, это очень сырой документ. Что за спешка? Сегодня мы проголосуем или завтра? Давайте, профильный комитет доработает. Давайте завтра рассмотрим. В таком виде нельзя, слушайте, просто нельзя. Этот закон никто не может исполнять. Мы для чего принимаем закон? Чтобы его не исполнять? Для того, чтобы обмануть людей? Я за такой проект закона голосовать не собираюсь. 10 пунктов, вот здесь вот правовой отдел, который дал, который противоречит другим основным принятым уже законам действующим. Тогда какое политическое решение, скажите мне? Завтра придут другая группа людей. Сегодня все мы знаем, что в Европе, в мире, везде, что делается. Но придут с другими требованиями, которые ни по менталитету, ни по духу нашему, которые нам неприемлемы. Но сегодняшняя демократия мировая позволяет иметь таких там, я прошу прощения, но родитель номер 1, родитель номер 2. Или даже кому-то наша Конституция не понравится, не 5 палаток вот здесь поставят, а 15 палаток поставят и скажут, давайте менять Конституцию, а то они умрут с голоду. Мне жалко этих людей, которые там сидят. Но если мы будем так подходить к этому вопросу, я считаю, что это очередной развал нашей государственности. Мы к этому все толкаем, к этому нас ведут. Видя заключение правового отдела, мы не сможем усовершенствовать наше законодательство и упорядочить. Ну, это и мнение юристов, я думаю, наших. А все, что происходит, хочу выразить также мое личное мнение, это апробирование оранжевых методов воздействия на власть. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба также высказал ряд замечаний по поводу законопроекта. Он подчеркнул, что недопустимо опубликование личных номеров членов семьи декларанта. В этом с ним согласились и депутаты. В итоге, после долгого обсуждения во втором окончательном чтении депутаты приняли поправки в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Закон вступает в силу со дня его опубликования. Теперь чиновники обязаны декларировать доходы супругов, совершеннолетних и несовершеннолетних детей, родителей, родных братьев и сестер. Кроме того, согласно закону, кандидаты в президенты и депутаты будут предоставлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства. Если раньше на сайте запрещалась публикация данных о членах семьи декларанта, то поправки в закон предполагают не только отмену этого пункта, но и обнародование информации о месте прописки, месте жительства чиновника и членов его семьи. В случае непредоставления данных о доходах или предоставления ложных сведений, чиновник будет освобожден от занимаемой должности без права на восстановление. На заседании сессии парламента во втором окончательном чтении также были внесены изменения в Уголовный кодекс Абхазии. Для некоторых категорий граждан мера наказания в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы за распространение наркотиков в крупном и особо крупном размерах заменяется сроком на 15 лет. Несовершеннолетних и по поводу человека, который полностью идет на сотрудничество со следствием, значит, предлагается женщинам в случае, если ее поймают при распространении наркотических средств, 15 лет, несовершеннолетним 7 лет. И если человек пошел на сотрудничество полное со следствием, то тоже 15 лет. Во втором и окончательном чтении внесены изменения в Конституционный закон о Кабинете министров, а в закон о репатриантах изменения внесены в первом чтении. Рассмотрение остальных вопросов повестки дня было перенесено на 13 марта. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
О принятых поправках и о том, насколько закон, вызвавший столь бурные обсуждения, соответствует реалиям, мы поговорим с гостем нашей программы, депутатом Астамуром Логуа. Здравствуйте, Астамур. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте, здравствуйте. Согласно поправкам, теперь декларанты должны предоставлять данные более широкого списка своих родственников. Лично вы как к этому относитесь? Ну, вы правильно заметили, что мы не так все было легко. И здоровье наших граждан, которые, значит, проводили эту акцию, было, скажем так, под серьезным, да, испытанием. И это не есть, конечно, хорошо, но, в принципе, слава богу, акция закончена, общественность и парламентарии нашли, скажем так, общий язык, приняты поправки, которые предлагались общественностью Абхазии, людьми, которые стояли за принятием антикоррупционных законов, предлагали которые эти поправки. И я думаю, что мы и дальше сможем находить такие общие точки соприкосновения. Желательно, конечно, это делать без всякого рода акций, уметь вовремя садиться за стол переговоров или, так скажем, уметь вовремя занести эти предложения, вовремя воспринять их, вовремя проработать и вовремя принять, скажем так. А по поводу поправок, скажем так, к одной из них я действительно имею непосредственное отношение. Это могут вам сказать и представители общественности, которые ратовали за эти поправки. Это касаемо круга лиц, декларантов, введение понятия, не совсем введение понятия близких родственников, скажем так, а введение в круг декларантов матерей, отцов декларанта, совершеннолетних детей, родных братьев и сестер. Я действительно считаю, что расширив данный круг, безусловно, ни этот закон, ни 20-я сама статья не может быть панацеей, да, в борьбе с коррупцией. Однако, мне кажется, вот расширив круг, мы сделаем еще более прозрачным, скажем так, ауру вокруг чиновника. Вот обсуждение этих поправок, насколько мне помнится, в парламенте давно уже идет. И среди ваших коллег очень было много противников именно широкого списка родственников. В частности, вот некоторые из них аргументировали свою позицию тем, что обнародование, да, публичное обнародование финансового состояния многих людей может как-то сказаться на их безопасности. Вот вы что думаете? Вы знаете, на этот счет? Если быть до конца откровенным, да, это имеет место быть, потому что, к сожалению, мы пока живем не в самой защищенной стране, где уровень правоохранительных органов достаточно высок, это правда. И когда я слышу этот аргумент, мне лично тяжело, значит, найти какой-то контраргумент и сказать, что это не так, и вы просто забалтываете тему. Нет, это правда, это та действительность, в которой мы сегодня с вами живем. Однако, как люди, которые являются государственными служащими, публичными людьми, которые сами, значит, выбирали свой путь, да, избираясь, скажем так, в депутаты или идя на какую-то высокую ответственную государственную должность, мы должны быть прозрачны для нашего общества, для того, чтобы ни у кого не создавалось никаких впечатлений, и для того, чтобы люди могли видеть тех людей, которых они выбрали, которым они смогут доверить будущее своей страны и, скажем так, будущее своих детей. Потому мне кажется, что в нашем случае, когда ты сам идешь на должность, или избираемую, или назначаемую, без разницы, ты должен отдавать себе отчет, что ты с того момента становишься для всего абхазского общества, для всего нашего народа, должен быть открытым. Люди должны не сомневаться в твоей чистоте, прозрачности. И мне кажется, что все-таки мы правильным путем пошли. В законе прописано, что он вступает в силу со дня его опубликования. Так. В этой связи, учитывая, что не принят закон о госслужащих, то есть нет четкого, да, понятия, кто попадает вообще под статус госслужащего и кто должен декларировать свои доходы и расходы. Планирует ли депутатский корпус принять закон о госслужащих так же быстро?
Вы знаете, ну, действительно очень хороший вопрос, и который часто задают в обществе, который мы часто друг другу задаем, если честно, и в парламенте самом. Да, так уж сложилось, что уже 6-й созыв парламента до сих пор не принят закон о государственной службе. Там есть два понятия, почему его не принимают. Одно, что у нас нет достаточных финансов, когда мы классифицируем каждого государственного служащего, там совершенно иное должно быть финансирование, это повышение заработных плат, выплаты за регалии, ранги и так далее. Да, это сложно, но вроде как с экс-президентом Раулем Джумковичем это обсуждалось, что этот закон должен быть принят без относительно привязки к вот финансовой части, к данному закону, чтобы хотя бы мы понятийный аппарат имели понятие, кто такой государственный служащий, какого он ранга, звена и так далее. Что касается данного закона, вы знаете, к сожалению, я еще раз повторюсь и искренне надеюсь, что меня поймут люди, что где два юриста, там три мнения. Это правда на самом деле, потому что я часто это видел и слышал и в стенах парламента, и за пределами, как люди, как юристы иногда, значит, по-разному трактуют всякого рода понятия. И поэтому закону такая же ситуация. Кто-то говорит, что без закона о государственной службе он не может быть реализован в полной мере. Но у меня чуть другое понятие по этому вопросу. Я думаю, что он может быть реализован, он может работать. Более того, даже если сослаться, что какой-то уровень государственных служащих трудно будет сегодня определить, кто он, чиновник или значит, служащий, я предлагал на сессии пойти другим путем. Когда общество беспокоится, говорит о коррупции, говорит о несправедливости, где они ищут справедливость, все-таки это подразумеваются чиновники, скажем так, первого звена. Да, там. К коим я причисляю и депутатов парламента, и министров, и глав администрации, и их заместителей, и директоров крупных государственных РУПов. Я предложил, что мы можем принять постановление, если мы не найдем точку соприкосновения, что он может работать. Да, и тогда первым звеном пойдем вот таким путем по постановлению, обяжем декларировать чиновников первого звена. Сегодня принятые поправки к этому закону, и закон вступит с момента его подписания. Однако я должен отметить, что он противоречит ряду законов, данные поправки, которые мы внесли, и наш правовой отдел парламента дали мне бумагу, которую я зачитывал на сессии, что на самом деле есть противоречия с уже принятыми прежде законами. Но я думаю, что коль мы пошли таким путем, коль мы с обществом, и общество в целом, как мне кажется, поддерживает такого рода поправки, конечно, есть вещи, которые мы оттуда убрали, это касалось телефонов, личных телефонов, данных детей, которые будут декларировать, эти вещи неправильные. Есть вопросы по государственной тайне, которые будут еще обсуждаться. Но все остальное, как мне кажется, мы сможем доработать, изменить, если нужно, и другие законы, ранее принятые, для того, чтобы данный закон вступил в силу, и данные поправки, те, которые мы обсуждали и приняли, чтобы они действительно работали. Но работа впереди очень большая. Надеюсь на то, что мы сможем довести до логического завершения, и все то, что нужно исправить, мы исправим обязательно для того, чтобы этот закон в полной мере работал и выявлял всякого рода коррупционные схемы и нечистоплотных чиновников. В законе также прописано, что до 30 апреля все, кто попадает под его действие, должны сдать декларации. Да, там так написано. Ну вот то несоответствие, о котором вы сейчас говорите. Да. Ну как это возможно? С одной стороны, закон должен уже как бы исполняться, да? Да. А с другой стороны, там есть чуть ли не 10 пунктов несоответствия там, с правовой точки зрения. Вот здесь вот, да, я понимаю, как на деле это будет все реализовываться? Я понимаю, о чем вы говорите, потому, прежде чем его подпишет исполняющий обязанности президента, скорее всего, нам скажут, исправить, скажем так, неточности, которые есть, я так думаю. Однако это не может быть таким долгим процессом, который займет очень много времени. Мне кажется, что
Главное была бы воля и желание, и все это делается очень быстро. И мы с этим можем справиться спокойно. Мы стоим на пороге выборов, да, Да. буквально через неделю уже состоятся выборы в нашей стране. Касается ли вот это вот утверждение, да, что до 30 апреля все должны сдать декларации кандидатов в президенты? Ну, они предоставили декларации, но там был узкий список родственников, да, согласно новому закону должен быть представлен более широкий список. Ну, как только Должны ли закон они будет дополненные подписан, декларации конечно, сдать? как только будет закон подписан и закон вступит в силу, любой гражданин Абхазии, который является чиновником высшего, среднего, какого угодно звена, который подпадает под действие данного закона, а кандидаты в президенты и кандидаты в вице-президенты будут подпадать, насколько мне помнится, и вице-президенты тоже, в том случае, я думаю, что они должны будут, конечно, заново, наверное, написать свои декларации, если это будет успеется до выборов, да, и туда должны попасть уже по новому закону, принятому, поправкам точнее, родители, сестры, братья родные, а также совершеннолетние дети. Теперь поговорим немного о самой акции. Вот какую оценку вы можете дать такому способу достижения цели? Какую я могу дать оценку? Это не есть хорошо. Понимаете, что значит не есть хорошо? Что это какой-то пример для каких-то будущих, может быть, нехороших начинаний. Но сама акция, может быть, голодовки, во-первых, люди подвергают риску своего здоровья. Во-вторых, значит, пример немножечко может быть не очень-то хорошим, но в то же самое время... То есть это может стать прецедентом? Конечно, но в то же самое время я хочу, еще раз повторюсь, не снимая с себя, как депутата и, как мне кажется, с парламента, в общем-то, ответственность, мы в чем-то тоже, наверное, не успели. Наверное, ситуация не просто так пришла к тому, что вот была объявлена такая акция, потому как люди считали, что вот без этих поправок данный закон не будет, значит, в полной мере отражать дух борьбы с коррупцией. Конечно, такого рода акции не могут, это не совсем правильно, но в то же время это лучше, чем то, что мы привыкли делать десятилетиями, врываться в кабинеты, захватывать здания, ломать окна и так далее. В этом плане, конечно, это был мирный протест граждан Абхазии, к которым присоединилось большое количество людей. Вы знаете, что около 10 тысяч подписей было собрано. И, насколько мне известно, организация по сбору подписей не так хромала, скажем так. Если бы она была на другом уровне, наверное, подписей было бы гораздо больше, как мне кажется. Потому вот мое отношение к этой акции такое. И хотелось бы узнать чисто технические подробности, как будет исполняться этот закон. Кто будет проверять декларантов, кто будет привлекать их к ответственности в случае, если там, допустим, нарушения какие-то будут выявлены? Смотрите, тут надо, когда мы говорим вообще об этом законе и о самой 20 статье, мне хочется как-то, чтобы, знаете, разъяснить ситуацию, может быть, попробовать еще раз. Я часто это делаю, но... Есть такое понятие, как 20-я статья Конвенции ООН. Есть вообще Конвенция ООН, в которой не 20 статей, а гораздо больше по борьбе, по противодействию коррупции. И есть 20-я статья, одна из статей. В этой статье, суть этой статьи, это в принципе одна из составляющих, это декларирование чиновниками доходов и расходов. Но вторая составляющая, это понятие незаконного обогащения, которого у нас в нашем праве, в нашем уголовном кодексе не существует. И вообще у нас существует презумпция невиновности. Значит, незаконное обогащение говорит, скажем так, о презумпции виновности, когда человек сразу должен сам себя отстаивать и доказывать, что он невиновен. В этой связи еще раньше мы зарегистрировали в парламенте для того, чтобы вторую составляющую 20 статьи внести в абхазское законодательство, в абхазский уголовный кодекс, мы зарегистрировали отдельно проект закона о незаконном обогащении. Он в стенах парламента лежит. Я думаю, что следующим шагом будет обсуждение данного законопроекта для того, чтобы ввести его в наш уголовный кодекс.
Сегодня же, на сегодняшний день, одной из поправок общественности к данному проекту закона было, чтобы, значит, публиковались данные не только в кадровых службах, да, там, скажем, в кадровых отделах, при ведомствах, а на сайте Министерства по налогам и сборам. Значит, это первое. Второе. Поправку, которую мы буквально позавчера внесли, если раньше было, значит, что за несоответствие по законам Республики Абхазия бы шли дела, то тут четко прописано, что за несоответствие декларации, которую подал чиновник, значит, он сразу увольняется с работы без права восстановления на государственной службе. И, соответственно, если его вина будет доказана еще и в хищениях каких-то, это уже отдельная статья Уголовного кодекса. Что касается, еще раз повторюсь, незаконного обогащения и действия, связанных с понятием незаконного обогащения, у нас, к сожалению, данного понятия нет в Уголовном кодексе. Я думаю, что после выборов мы вернемся обязательно к этому проекту закона, и буду надеяться, что мои коллеги поддержат данный проект закона. Люди хотят справедливости, и потому этот протест мирный, который состоялся на площади, он был за справедливость, как мне кажется, потому что немножечко утрачено доверие, к сожалению. Я не хотел бы связывать это не с действующей властью, не с прошлой. Мы, к сожалению, маленькими или большими шажками утрачивали доверие общества все 27 лет. И сегодня люди связывают вот с этим законом какую-то борьбу за справедливость, за открытость, прозрачность и за правду. И потому, как мне кажется, очень много еще людей поставило бы свои подписи. Но это должно стать сигналом для власти, для любой власти, которая придет завтра, одна, другая команда, абсолютно без разницы какая. Это должно быть сигналом для Народного собрания парламента, для нас, для депутатов, для того, чтобы мы услышали, увидели, прочувствовали, что есть запрос в обществе, и гражданское общество, о котором мы очень много говорим, но всегда привязываем это к разного рода неправительственным организациям. Тут это были совершенно не неправительственные организации, но, как мне кажется, это были представители активного гражданского общества, которое показало, что мирного рода акциями можно ставить вопросы и можно планомерно их добиваться. На сегодняшний день я знаю, что акция прекращена. Я очень рад, что и Джансу Хадлиба вернулся к своей семье и будет заниматься теперь своими бытовыми семейными вопросами. А ему большое спасибо за его вот такую, скажем так, позицию. Он все очень, мы были каждый день виделись, каждый день общались, и он всегда хотел сделать так, чтобы никто это не смешал ни с какой политикой, ни под какого-то кандидата. Там вообще речи не было об этом. Я очень откровенно должен об этом сказать, потому что общался с каждым представителем голодающих и с теми людьми, которые стояли с ними рядом. Астамур, спасибо вам большое за интервью, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо вам. Спасибо. Парламент Абхазии продолжил заседание сессии 13 марта. Депутаты приняли законопроект, согласно которому строка против всех закреплена в избирательных бюллетенях. Кроме того, были утверждены кандидатуры судей разных инстанций. В соответствии с законом о прокуратуре Республики Абхазия парламент освободил Георгия Аршба от должности первого заместителя генерального прокурора. На эту должность была предложена кандидатура Дамира Квицини. На должность судьи арбитражного суда была предложена кандидатура Камы Джинджоли, а на должности судей Верховного суда Мадина Логуа, Тимур Шония и Роман Кварчи. Мадину Чанба и Ливарсу Богателя предложили избрать судьями Сухумского городского суда. В итоге путем тайного голосования все вышеперечисленные кандидатуры были одобрены. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора госкомпании «Абхазтоп» Беслана Авицба по 4 эпизодам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 157 «Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере» Уголовного кодекса. На данном этапе предварительного расследования совокупный ущерб, причиненный государству в результате преступных действий Авицба, составил 31 миллион 438 тысяч рублей. Однако данная сумма не является окончательной. В рамках расследования уголовного дела будет исследован весь период деятельности Авицба в качестве руководителя госпредприятия и определен окончательный ущерб. 11 марта 2020 года Беслан Авицба задержан в качестве подозреваемого и заключен под стражу ВВС МВД.
14 марта состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Абхазии, на котором единогласно был утвержден избирательный бюллетень по выборам президента, а именно его форма и текст. Избирательный бюллетень выборов 2020 года не отличается от бюллетеня выборов президента 2019 года. ЦИК Абхазии напоминает, что граждане Республики Абхазия, не прописанные на территории республики, принимают участие в выборах президента на основании паспорта гражданина Республики Абхазия и удостоверения на право голосования, которое выдается ЦИКом на основании письменного заявления избирателя. Для получения удостоверения на право голосования необходимо до 22 марта включительно обратиться в Центр избирком, расположенным по адресу город Сухум, улица Конфедератов, 37. Всю неделю в Абхазии вновь боролись с лесными пожарами. Спасатели круглосуточно выезжали на тушение пожаров и возгораний, связанных с самовольными поджогами. Почему в нашей стране лесные пожары стали нередкими и как с этим бороться? В теме разбиралась Амелия Бисмарк. Просматривая суточные сводки, которые оперативно публикуются на сайте МЧС, без труда можно определить, что первые очаги возгорания на территории Абхазии были зафиксированы 3 марта и в нескольких районах одновременно. Также в специальной графе здесь отмечено, что в Ачимчирском и Гудаутском районах лесные пожары начались с возгорания кустарника. По словам экспертов, это неоспоримо свидетельствует о присутствии человеческого фактора. На площадке пресс-центра АГТРК эту версию публично подтвердил и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. На сегодняшний день мы замечаем, что именно как идет потепление во всех районах, во всяком случае, это подготовка к пассивным работам, и там приусадебные участки начинают убирать. И я не знаю, с какой цели те поля, которые вообще не засаживаются, и в принципе там никаких сельскохозяйственных работ не ведется, но и там тоже идут поджоги. И потом контролировать все это становится невозможным, огонь быстро распространяется. На фоне глобальных изменений климата и сопутствующим этому процессу усиления ветра, очистка территории при помощи огня становится крайне опасным и неприемлемым способом подготовки к посадочному сезону. Пожары, образованные на локальном уровне, связанные с деятельностью человека, они могут способствовать образованию новых очагов. Почему? Потому что сегодня новый термин введен в этом аспекте. Вот образование от пожаров пыли называют пераккумулятивным. Пераккумулятивные процессы они приводят к тому, что образуют сухие грозовые тучи. И образование вот таких грозовых туч могут практически образовать новые очаги. В случае, если погода устойчива в плане при отсутствии хотя бы неделю, 10 дней атмосферных осадков. И в этом случае статистика и выводы ученых подтверждаются практическими данными, которые приводят специалисты пожарной службы. Ветер и переносится, вот загорится здесь, в одном месте, и он может за 50, за 100 метров это перейти. Как выясняется, люди по всей республике в этом году почти одновременно приняли решение приступить к весенним полевым работам. Именно по этой причине в считанные минуты огнем были охвачены сотни гектаров лесополосы. В Ачимчирском районе пламя уничтожило несколько домов, создав реальную угрозу для жизни сельчан. Из-за сильной ветренности пожар быстро распространился и достиг горных территорий, что значительно осложнило работу спасателей. Еще есть такие места труднодоступные, куда наша техника и наши бойцы не могут дойти. Это Гудаутский район, Сухумский район, это Яштуха Верхняя, и это Кудырское ущелье. Пожарным, куда могут дойти, они дотушивают, тушат, а там, где нет доступа, мы бессильны. В течение 2 последних недель специалисты боролись с огнем на всех фронтах и постоянно были на связи с синоптиками в ожидании новостей о долгожданном дожде. Осадки, наконец, пришли, и пожары стихли. Точный ущерб еще предстоит определить экологам, но уже можно говорить о сотнях гектарах погубленного леса. Вот к чему в этот раз привело неосторожное обращение с огнем. Министр по чрезвычайным ситуациям призвал жителей сел и районов проявить благоразумие и не создавать условий для повторения подобной ситуации. В целях профилактики лесных пожаров и выявления виновных в поджогах в скором времени должен быть подготовлен комплексный план, в работе над которым и в его осуществлении примут участие все ответственные в этом вопросе органы и специалисты, в том числе представители органов местного самоуправления. Мы неоднократно, используя все
в виде массовой информации обращались к населению с просьбой, чтобы они были более аккуратными, серьезно относились к этой проблеме, потому что мы иногда замечаем, вот когда мы даже тушили на авиации, да, мы видим сверху, с воздуха, что там поджигают, убегают. Если мы не будем комплексно и лесничество, и главы администрации, главы населенных пунктов, МВД, я имеется в виду участковые, то с этой проблемой мы не справимся, потому что это не факт, то, что вот сегодня, то, что произошло, сейчас погода немножко устаканился, пойдут дожди, все вроде успокоится, но у нас впереди еще целое лето, а этот вопрос обязательно поднимется. В настоящее время пожары на территории Абхазии стихли, но кратковременные и необильные дожди не успели до конца затушить все тлеющие пни и деревья. Даже в Сухуми еще чувствуется легкий запах гари, а в атмосфере присутствует непривычный для жителей Абхазии смог. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян для событий недели. 11 марта известному абхазскому поэту Таифу Аджба исполнился бы 81 год. В день рождения Таифа Аджба в Доме-музее Дмитрия Гулия прошла церемония вручения государственной премии имени поэта за вклад и развитие детской и юношеской литературы. Конкурс на премию проводится один раз в 3 года. В этом году премии удостоились Геннадий Аламия за произведение детской поэзии «Песня нартов» и Валентин Когония за произведение детской драматургии «Моя белая курочка». 15 марта исполняется 85 лет мастеру спорта СССР по конному спорту, кавалеру ордена Ахидз-Апша 3-й степени Алексею Лакарба. Интервью с юбиляром смотрите в среду в рамках программы «А спорт о Дуней». Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго.